В наше непростое время каждый, умеющий юлить и обманывать, притом профессионально, всегда заработает денег на доверчивых и весьма легковерных людях. Согласитесь, что наверняка каждый третий уже не раз попадался на уловки мошенников, а многие, возможно, теряли немалые деньги. И лишь по одной простой причине. Уж очень они правдоподобны, бесконтактные виды мошенничества. Какими они бывают и как не стать жертвой таких преступлений, мы узнали в управлении МВД по Чувашской Республике в ходе очередной встречи. И началась она с короткого доклада начальника управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике Павла Чесанова. Из доли всех хищений, совершенных на территории республики, данный вид преступления занимает 1/3. Практически 30% занимает данный вид преступления из доли всех хищений на территории республики. Трудно, конечно, посчитать, учитывая латентность данного вида преступления. А мы с вами знаем, что латентность данного вида преступления, она довольно большая, с учетом того, что гражданин увидел, что у него 3000 снялось с банковской карты, когда на ней 50, то вроде как 3, из-за этого идти еще в полицию и что-то мучиться, не каждый гражданин пойдет. Дай бог, если 2 из 10 пойдут, а остальные просто про это забудут. Вот с учетом этой латентности мы попытались посчитать ущерб, который за прошлый год нанесли данным видом преступления нашим гражданам. У нас получилось порядка 60 миллионов рублей. 60 миллионов рублей исчезли со счетов наших граждан, то ли мошенническим путем, то ли под снятием с банковских карт, под различным видом. Тем не менее, такой ущерб нашим гражданам. Это довольно, конечно, приличная и большая сумма. Наиболее подвержены мошенничеству граждане, которые осуществляют покупки через сеть интернет. Второе – это с использованием мобильного банка и с использованием вредоносных программ. Сюда же мы относим взлом страниц ВКонтакте. Наиболее популярный вид у нас сейчас стал в последнее время, в особенности, взлом страниц ВКонтакте, когда страница потерпевшего взломана, и от имени одной из подруг или одной из друзей просит там небольшую сумму. 3-5 тысяч займы, верну завтра. Ничего не подозревающие люди просто переводят деньги, и все, и на этом с деньгами они расстаются. Когда встречаются с друзьями, узнают, что ничего подобного не было. Вредоносные программы. Часто у нас, жители, и хочется это довести до них, что устанавливают мобильные банки на свои телефоны. При этом не озабочиваясь тем, что помимо мобильного банка еще надо установить и антивирусную программу, который будет охранять и ваши сбережения, и ваш телефон от различных вредоносных программ, вирусов, которые распространяются с помощью СМС-сообщений, с помощью ММС, и так далее. Большую популярность получила у нас такое мошенничество, как блокировка банковских карт. Для примера, что это такое? Пришла СМС, ваша карта заблокирована, причем СМС приходит с номера 900. То есть там, где мы с вами привыкли, что 900 это Сбербанк, это ему можно верить. Естественно, пришла СМС, ваша банковская карта заблокирована. Даются номера якобы службы технической поддержки, на которые вы должны обратиться. Обращайтесь, наиболее доверчивые граждане реквизиты карты сообщают, все, что есть на карте, сообщают, и деньги с карты исчезают. Что здесь, по этому виду преступления? Но наиболее подвержено этому виду преступления, не наиболее подвержено, скажем так, а при раскрытии этих преступлений мы видим, что лица, совершающие эти преступления, находятся у нас в основном в местах лишения свободы, в основном, в основе своей. Есть, конечно, те, которые освободились из мест лишения свободы, но продолжают свою преступную деятельность. Павел Валерьевич, назвав следующий вид мошенничества «халява», подробнее рассказал о ее схеме, которую довольно часто используют преступники. Когда у нас русский человек получает СМС-сообщение, что он выиграл автомобиль Lexus или автомобиль Porsche, то в обязательном порядке, разумеется, перейдет 100 и 150 тысяч для оплаты налогов, чтобы потом получить эту машину. Вот эти все выигрыши, компенсации или ошибочные перечисления, они все очень
такие вот, я говорю, это как наш русский человек привык, что вот забывает иногда, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Не перестает удивлять и то, что схема «родственник попал в беду и срочно нужно перевести деньги» до сих пор является актуальной. Но жители республики, как оказалось, научились не вестись на такие уловки, а даже наоборот помогают разоблачить мошенников. Как сообщил нам Павел Валерьевич, самыми ответственными гражданами являются жители городов. Люди научились распознавать обман и своевременно сообщать в соответствующие органы. Сегодня попросил Андрея Юрьевича сделать небольшой такой расчет. Ну, понятно, если сказать, что в городе, скажем, там 1100, ну почти 1200 преступлений в городе Чебоксары совершено. И в городе Алатырь 126 преступлений совершено. Да? Вроде как город наиболее подвержен. Но все же мы с вами давайте исходить из количества населения, наверное, в городах и районах. Мы посчитали, знаете, почему-то у нас наиболее подвержено получается именно Алатырь, Канаш. Вот два наиболее подверженных — это Алатырь и Канаш. Шумерли у нас тоже где-то вот к ним приближается. Может потому что город, может потому что, не знаю, потому что там вот Алатырь наиболее доверчивый, что люди жили. В последнее время стал набирать обороты такой вид мошенничества, как оказание курьерских услуг. Как это? Да очень просто. В курьерскую службу поступает звонок, и голос в телефоне просит привезти конфеты или цветы, а если есть возможность, то и положить определенную сумму на счет телефона, объясняя, что им все оплатят при выполнении заказа. Запомните, в данной схеме обмана ключевым словом является «положить определенную сумму на счет телефона». Естественно, по указанному адресу курьера никто ждать не будет. Следующий вид аферы – услуги гадалок, экстрасенсов и их подобных. И если раньше в большинстве своем этим занимались цыганки на улице, то сейчас это стало распространенным видом мошенничества. И им занимаются так называемые гастролеры, то есть люди, не живущие в нашем регионе, но умеющие ввести в заблуждение и вдобавок выудить большие суммы денег за лечение, приворот и многое другое. Сложность их обнаружения заключается в том, что номера их телефонов, квартир, которые они обычно снимают и где принимают доверчивых жителей, обычно оформляются на подставных лиц. Но касаясь, если в данный момент у нас сложность была в том, что все документы, которые встречались в ходе раскрытия данного преступления, это документы оформления найма квартиры, оформления договора, подачи объявлений в местную газету, все документы были оформлены на несуществующих людей. Но, несмотря на это, нами была проделана определенная работа, которая позволила установить, что это у нас являются жители Краснодара. Как повторяюсь еще раз, у нас была сформирована группа из сотрудников оперативно-сыскного отдела УМВД по городу Чебоксары и направлены в командировку. По прибытию в Краснодар также у нас была определенная проблема в установлении места жительства данной гражданки, потому что то в первом адресе не проживала, в втором адресе не проживала. Провели дополнительную аналитическую работу, анализ, установили третий адрес, на котором нам и удалось ее задержать, провести обыск, изъять определенные похищенные вещи и доставить в отдел полиции номер 5. Сложности у нас по каждому случаю свои, стараемся их решать и эффективно сработать. А вот самый молодой, но, как оказалось, не менее перспективный вид кибермошенничества – это вымогательство денег в социальных сетях. Как правило, взламывают чужие страницы и начинают рассылать сообщения друзьям этого человека с просьбой срочно одолжить денег. В минувшем году в МВД по Чувашии зарегистрировано 14 таких фактов. И это не единственный вид киберобмана. Набирает оборот у нас такой вид преступлений, как, возбуждается статья 163 «Вымогательство». Не секрет, что у нас, в особенности молодые люди, общаются по скайпу, по интернету и размещают, скажем так, фотографии своего интимного содержания. Где-то с молодым человеком общается, размещает. Взлом страницы ВКонтакте, доступ к фотографиям и под угрозой распространения в сети интернет, требования перевода денег. Очень тяжело данный вид преступления раскрывается с учетом того, что все компьютеры, все сервера, через которые происходит требование этого
выплат денег в основном находятся за пределами Российской Федерации. Люди, которые, значит, процентов на 90, наверное, те, которые занимаются бесконтактным способом мошенничества, находясь в местах лишения свободы, они отбывают наказание по статье 228 по наркотикам. И эти денежные средства нужны для приобретения наркотических средств. По крайней мере, сколько мы доставляли, все из них, практически 90%, они все наркоманы. Блокировка банковских карт, как оказалось, тоже отличная схема лишить вас честно заработанных денег. Вот что о ней нам рассказал начальник отдела управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике Андрей Кириллов. Мы на днях привезли из Самарской области, Тольятти города, ранее судимого жителя, который обманывал наших жителей республики под предлогом блокировки их банковских карт. Схема у него была стандартная, направлял СМС, по телефону он узнавал реквизиты, в последующем переводил деньги. В среднем у нас вышло время на его установление и задержание около 10 дней. Провели засадные мероприятия, обысковые мероприятия и доставили его в отдел полиции номер 3. В настоящее время он дал признательные показания, причастность к 7 фактам имеется, и в данный момент у нас проводится работа по установлению потерпевших в нашей республике. Легко попасться на обман, но нелегко найти обманщика. Работа по выявлению разного рода мошенников действительно кропотлива и трудна. Порой сотрудники отдела находятся в рабочих командировках по месяцу, а то и более. В заключение передачи хочется обратиться ко всем телезрителям, которые нас смотрят. Будьте предельно осторожны и внимательны. Прежде чем броситься в омут головой, оцените трезво ситуацию или уточните ее через нужные инстанции. Если же вы уверены, что это проделки мошенников, смело звоните в полицию.